Сыктывкарская и Воркутинская епархия отпраздновала День собора Коми святых. Эта дата вошла в общероссийский и церковный календарь, поэтому святых Зырянской земли чествуют во всех православных церквях страны и мира. Празднование началось с литургии и закончилось в Театре оперы и балета. Спектакль полностью погрузил присутствующих в отдельные библейские истории, сопровождая все это красочной и в то же время духовной музыкой и песнями. И теперь у нас не только 4 святителя, которые веками по хвале, а еще 17. Итак, 21 святой в земле Коми просиявших, и мы с вами сегодня имеем счастье их чествовать. С праздником, дорогие друзья! Храни вас Господь с молитвами всех святых. Напомним, праздник был установлен по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Светлана Некрасова продолжит. Святейшего патриарха Московского и всея Руси. 4 святителя – Стефан, Герасим, Петерим, Иона и 17 новомучеников. Сегодня их прославляют во всех храмах республики. В главном Свято-Стефановском соборе не только торжественная литургия, но и проповедь. Епископ Петерим рассказывает о тех, кто в годы репрессий, несмотря ни на что, нес веру Христову на земле Коми. Испытание было неимоверно трудное, потому как этих святых по несколько раз арестовывали, заметьте, отпускали ведь, и один, и второй раз, а, например, святителя Германа 8 раз осуждали, 4 ссылки, тюремные заключения еще 4, и каждый раз добивались одного – сломить его волю в допросах. Отныне их будут почитать во всем православном мире, отмечают священнослужители, и в Америке, и в Европе. Для республики это самый большой день, потому что все-таки из тех святых, которые место чтимые, мы почитали, мы сами как бы в республике. А теперь будет вся Россия, вся русская православная церковь. Это не получается не только Россия, но и за рубежом. Потомки святых новомучеников Коми до сих пор живут в республике. Сыктывкарец Феликс Карманов – старший внук святого отца Дмитрия Спасского. О том, что его дед – священнослужитель и за это был расстрелян, узнал только в 50-х. Поехал в 1958 году в командировку в колхоз Вербонт Вольдина. Председатель колхоза был знакомый. Но вдруг заходит туда пожилой мужчина, Евлампий Уляшов. Ну, разговоры. Николай Степанович, а что говорит председатель колхоза? Евлампий, это, говорит, внук того священника, которого ты перевозил мертвого с Подоры до Помоздина. Ну, потом разговаривались. Ну, я, говорю, ведь, как его истязали, как на пароходе издевались, я не знаю. Я только знаю, где расстреляли. К лику святых Дмитрия Спасского и других новомучеников причислили решением Святого Синода в 2001-2002 годах. Для этого специальной комиссии, которую возглавляет архимандрит Филипп, пришлось собрать и пересмотреть множество архивов. Требования к канонизации очень жесткие. Необходимо полное описание жизни священника с доказательствами его духовного подвига. Сегодня в комиссию по канонизации от Коми представили документы еще по 57 священнослужителям, мирянам и монахам. Мы называем нашу землю антиминцем, то есть мощевиком, потому что здесь мощи святых, многих людей, которые действительно уже, может быть, Богом прославлены, мы еще, люди, их не прославили, но они там уже у Господа ходатайствуют за нашу землю. Поэтому, когда мы ступаем по нашей земле, мы должны запомнить, что обильно полито кровью мучеников наших за веру Христову, репрессированных. И поэтому так нужно бережно к нашей Зырянской земле относиться, потому что в ней, как ни в какой другой, может быть, земле, нашли последнее пристанище люди, пострадавшие в годы репрессий и особенно в годы гонений за веру Христову. А сегодня идет работа по батюшкам, которые восстанавливали Ульяновский монастырь. Комиссия по канонизации собирает документы и свидетельства о чудесах, которые происходят на месте захоронений священнослужителей. И если все получится, говорит отец Филипп, то и эти люди пополнят собор Коми святых. Светлана Некрасова, Елена Кононова, Константин Стратиенко, телеканал Юрган.